И почему решил это видео записать? Да дело в том, что я вижу очень много вопросов, когда люди задают их и спрашивают, а стоит ли брать iPad mini 2 в 2017 году или не стоит, устарел он, не устарел. Я сейчас попытаюсь разобрать данный вопрос более подробно и рассказать им, стоит или не стоит, стоит брать его за свои деньги или все же лучше посмотреть что-то более современное. Начнем, пожалуй, с корпуса. Он достаточно монолитный. Даже вот спустя 2 с лишним года не появилось никаких зазоров или потертостей. Ну, конечно, да, есть мелкие царапинки, но это из-за того, что я все-таки последний год использовал его без чехла. Разве что вот эта вот рамка, она особенно подвержена появлению сколов. Но я думаю, если вы не бросаете свое устройство на землю, то ничего плохого с ним не произойдет. Так что за сборку несомненный плюс данному устройству. Теперь, что касается производительности. Процессор неплох, он и сегодня тянет довольно серьезные игры. Я вот, например, открыл Asphalt Extreme, это новая игрушка, и обнаружил, что он идет очень даже неплохо. Лаги, если есть, то самые минимальные. Ну а что вы еще хотели от такого старого устройства? Я думаю, его еще долго будет хватать, особенно если вы не особо требовательный пользователь. Не нравятся только недоработки в операционной системе. Время от времени она подтормаживает, особенно это заметно в магазине App Store. Из минусов я бы еще отметил то, что оперативной памяти всего 1 гигабайт. Как-то хотелось бы уже 1,5, потому что, ну вот реально, после обновления до 9 или 8 версии начали появляться какие-то подтормаживания и дополнительно еще вылетают приложения. А особенно это обидно, когда ты что-то там долго печатал на вкладке, потом открываешь, и это все закрылось. Так что с этим будьте особо осторожны, если хотите купить данное устройство. Что касается камеры, то здесь она, можно сказать, для галочки. В темном помещении она уже плохо снимает, появляются шумы, всякие размытости. В общем, только если вам необходимо снимать там свое лицо, делать селфи, и то только хорошее освещение. Ну и для скайпа тоже неплохо подойдет. Все-таки бюджетный вариант. Сейчас до сих пор многие бюджетные планшеты не могут и такого предложить. Что касается аккумулятора, то я бы тоже занес его в несомненный плюс, так как мне практически всегда хватало планшета до конца рабочего дня. Экран я бы отнес к плюсам, так как это... Да что ты лезешь? Что касается экрана, то он до сих пор один из лучших, как я считаю, так как это Retina, отличная цветопередача, отличные углы обзора, и до сих пор нет никаких непотертостей, и палец отлично ходит по экрану, он не затерся. Что касается цены, я знаю то, что он до сих пор продается новый, продают какие-то остатки, и стоят они в районе 20, 21, 22 тысяч рублей. Но я считаю, что это довольно дорого. Можно купить в отличном состоянии, я посмотрел на Авито, примерно за 10 тысяч. Вот, я думаю, это гораздо интереснее, более интересный вариант. Если вас не смущает отсутствие сканера отпечатка пальцев, процессор, который уже устареет примерно через год, то, что, я думаю, iOS 11 станет последней для этого устройства, и то, что оно морально как бы уже подустарело, то, ну, я думаю, стоит взять. Все-таки до сих пор я посмотрел конкурентов, это всевозможные бюджетные Samsung, Galaxy Tab, потом Lenovo. Ну, в общем, они гораздо хуже по характеристикам и неинтересны. Тем более корпус там пластиковый, а тут все-таки очень качественный. В общем, все, что я хотел вам рассказать. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мне это очень приятно. И обязательно подписывайтесь на канал, а то сейчас очень мало подписчиков. Мне бы хотелось гораздо больше. Вот. Ну, в общем-то, и все, что я хотел сказать сегодня. Спасибо огромное за просмотр. Всего доброго.